Это новости IT. Сегодня расскажем о первом киберчеловеке в России, последние громкие утечки и новые способы обмана, а также анонсируем грядущий игровой ивент в Якутске, в котором участие сможет принять каждый. Поехали! Наконец, в правительстве озвучили предварительный перечень сайтов, которые станут бесплатными для всех россиян. Напомню, что речь идет про выполнение предложения президента России о доступном интернете в стране. Ресурсы распределены по 4 категориям. Так, в список государственные информресурсы включили портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти. К значимым социальным сетям министерство ожидаемо отнесло ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир, в кругу друзей, Мир тесен, Фотострана и Дневник. К почтовым сервисам также ожидаемо Яндекс, Mail.ru, КМ.ру, а вот к категории «Другие значимые информационные ресурсы» отнесен мессенджер БИП турецкого сотового оператора Turkcell. Опять же, список предварительный, если выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не будут включены в окончательный перечень. В министерстве также не исключили, что за бесплатный доступ к таким ресурсам операторы, возможно, будут получать компенсацию. То есть бесплатными они станут только для нас, пользователей. В 2017 году по стране прокатилась новость, что некий врач из Сибири вживил себе под кожу несколько чипов, помогающих в повседневной жизни. Наши коллеги из Рейдер побывали у него в гостях и узнали, как он чувствует себя сейчас и как протекает его эксперимент. Итак, акушер-гинеколог Александр Волчек, работавший в новосибирском роддоме, рассказал, что первые образцы нужного размера стали использоваться в ветеринарии еще в середине 2000-х годов. Он заинтересовался этим и выяснил, что чипы, приемлемых для имплантации человеку размеров, уже производятся в США, а более дешевые – в Китае. После этого начал экспериментировать. В итоге Александр имплантировал себе под кожу 6 чипов. Некоторые из них – полные аналоги домофонных ключей, которыми он открывает двери и турникет на работе. Остальные же работают на другой частоте и способны хранить от 800 байт до 1 килобайта информации. В один из них записана визитная карточка, другие же позволяют разблокировать компьютер, хранить пароли и так далее. Волчек рассказал, что стандартный размер чипа 2 на 12 мм, а минимальный 1,5 на 8. Микросхема упакована в маленькую трубчатую из биологического интерстекла субстанцию. Под кожу она вводится большим шприцем с толстой иглой. При желании их можно легко извлечь. Говорит, что чувствует себя хорошо. На рынке подобной продукции уже есть более современные аналоги, но пока хватает и этих. Киберпанк по-русски не иначе. Между тем, индийское космическое агентство показало прототип робота-гуманоида. Ожидается, что устройство совершит испытательный полет в космос для подготовки к пилотируемой миссии. Индия намерена осуществить первый пилотируемый полет в космос в декабре 2021 года. Но прежде чем на околоземную орбиту отправятся люди, корабль «Гаганьян» испытает человекоподобный робот. Полугуманоид, которого разработчики нарекли именем Вьем Митра или Друг Небес, рассказывает, что умеет делать. Я могу отслеживать параметры обитаемого отсека, подавать сигналы и выполнять операции по жизнеобеспечению. Могу имитировать действия экипажа. Хари Кумар – один из создателей и наставников прототипа. Робот принимает позы для запуска, орбитальной фазы полета и возвращения, переключает тумблеры и меняет баллоны с двуокисью углерода в случае необходимости. Испытательные полеты запланированы на конец этого и лета будущего года. В случае успеха последующей пилотируемой миссии Индия станет 4-й страной, запустившей в космос человека. А теперь о новостях топ-компаний. Tesla купит 300 гектаров земли под Берлином для строительства первого в Европе завода по производству электромобилей Gigafactory 4. Местные власти уже одобрили сделку. Предварительная стоимость ее составила почти 41 миллион евро. Однако сумма может измениться после внешней оценки. Сейчас участок проверяют на наличие оружия военного времени. То есть не зарыт ли в земле какой-нибудь немецкий МП или мина со Второй мировой войны. Но есть и конкретные опасения, что там может обнаружиться не разорвавшаяся американская бомба. Местные политики и профсоюзы тоже уже одобрили проект Tesla, поскольку строительство завода создаст порядка 7 тысяч рабочих мест. Производить предприятие будет до 500 тысяч электрокаров в год, то есть должно покрыть нужды Европы.
Тем временем рыночная капитализация Tesla впервые превысила $100 миллиардов. 2 недели назад компания стала стоить дороже, чем Ford и General Motors вместе взятые. Хотя до этого Маск заявлял, что Tesla работает чуть ли не себе в убыток. Компания Tesla стала первым американским автопроизводителем, чья рыночная капитализация превысила $100 миллиардов. На торгах в среду цена одной акции поднялась до $555 за штуку. Бумаги компании дорожают невиданными темпами. За минувшие 8 месяцев их стоимость выросла в 3 раза. Таким образом, акции смогли отыграть двукратное падение цены в первом полугодии. По данным экономических изданий, капитализация Tesla растет благодаря финансовым успехам компании в третьем квартале 2019 года, высокому спросу на электромобили в Европе и открытию завода в Китае. 2 недели назад Tesla стала стоить дороже, чем автоконцерны Ford и General Motors вместе взятые. О своих финансовых успехах в четвертом квартале 2019 компания должна отчитаться в следующую среду. Основатель Tesla Илон Маск стал на шаг ближе к увеличению своего благосостояния. Если ему удастся удержать капитализацию компании выше $100 миллиардов на протяжении полугода, он получит бонус в размере 346 миллионов. Следующая новость, если честно, сделала для нас небольшое открытие. Оказывается, массовый переход мобильных устройств на разъем USB Type-C – это не тренд современности, а вполне себе плановый и, что самое главное, контролируемый процесс. Ответственными за этот контроль выступают члены Европейской комиссии. Последние 10 лет процесс перехода на единый стандарт шел путем поощрений, но он не дал ожидаемых результатов. И теперь этому должен поспособствовать закон. И на кого бы вы думали, в первую очередь будет он направлен? Конечно же, на компанию Apple. Купертиновцы рассчитывали отделаться внедрением стандарта в Pro-версии планшетов и макбуков, но комиссаров Еврокомиссии так просто не проведешь. Самым продаваемым устройством-то является iPhone, а на нем как был разъем Lightning, так и остается по сей день. По этому поводу на одном из заседаний будет проведено голосование, которое и решит судьбу компаний вроде Apple. В первую очередь, члены Европарламента настаивают, что различные стандарты приводят к образованию дополнительных отходов, а также обременяют пользователей беспорядком шнуров и адаптеров. Сама Apple считает, что один порт заморозит инновации, а не поощрит их. А также обращает внимание, что переход на USB Type-C заставит людей выкидывать Lightning кабели, что приведет к тому же результату в плане отходов. Чего не придумаешь, чтобы продавать патенты на свои кабели? Давненько у нас не было взломов и историй использования интернет-мошенниками. Газета The Guardian сообщила, что хакеры обчистили телефон основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, после того, как тот получил в WhatsApp вредоносный файл. Вирус, по заявлению все того же Guardian, пришел с номера наследного принца Саудовской Аравии. И тут история заиграла новыми красками. Саудовская Аравия отвергла обвинение в причастности к взлому телефона основателя Amazon Джеффа Безоса. В среду посольство королевства назвало такие предположения абсурдными. Но эксперты ООН уверены, у них есть улики, указывающие на возможную причастность саудовского кронпринца Мухаммеда бин Салмана к предполагаемой кибератаке 2018 года. Нанятые Безосом специалисты установили, что источником взлома послужил видеофайл, присланный с принадлежащего принцу аккаунта в WhatsApp. После этого с телефона был скачан большой объем данных. Слова, использованные в сообщении посольства, в среду повторил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд. Думаю, абсурд весьма точное слово. Мысль о том, что кронпринц может взломать телефон Джеффа Безоса, абсолютная глупость. И, насколько я понимаю, отчет ООН — это вовсе не отчет, а скорее заявление, основанное на докладе частной компании, который не проверяли никакие другие агентства и который, по их собственному признанию, не содержит никаких прямых доказательств, подтверждающих эти обвинения. До взлома телефона Безос и бин Салман дружески общались в мессенджере. Некоторые эксперты связывают кибератаку с убийством журналиста газеты Washington Post Джамаля Хашогги. Безос, который владеет изданием, якобы выражал недовольство тем, как в Саудовской Аравии освещают расследование этого дела. Турецкие власти, Сенат США и ЦРУ заявляли, что приказ о ликвидации отдал лично Мухаммед бин Салман. Эр-Рияд отрицает это, называя убийство инициативой отдельных силовиков. Подобный случай произошел и у нас, но только жертвой стал не долларовый миллиардер, а якутская пенсионерка. Очередной случай кибермошенничества произошел в Кангаласском районе. К полицейским обратилась 60-летняя жительница с заявлением о краже денег с ее банковской карты.
Казалось бы, рядовой случай, каждый день мошенники звонят людям, далеким от современных гаджетов, и воруют деньги. Но все не так просто. Использовали проходимцы программу TeamViewer. Да-да, ту самую, которая установлена на ПК в каждой организации. С ее помощью можно удаленно устанавливать программы, чистить систему, исправлять ошибки и так далее. Так, как работает схема? Все начинается как обычно. Звонят якобы сотрудники банка, говорят, что была попытка несанкционированного снятия денег, и чтобы обезопаситься, нужно кое-что подшаманить на вашем телефоне. Просят установить TeamViewer, сказать им ID-номер, который показывает программа, и вжух! Ни денег, ни специалистов, никого. Они, правда, продолжили разговор, сказали, что нужно доехать до банкомата. Более того, вызвали женщине для этого такси. Но та перед тем, как доехать до терминала, заехала к сыну. Рассказав историю, они вместе позвонили на горячую линию. Заблокировали карту, но было уже поздно. 30 тысяч рублей как не бывало. Но не все зло, что в интернете. Полезного всемирная паутина тоже делает немало. К примеру, якутские школьники теперь могут обучаться и знакомиться с профессией дистанционно. Проект так и назвали «Моя первая школа». Сначала им предстоит пройти регистрацию на сайте, потом преподаватели Якутской сельхозакадемии направляют ученикам видеоуроки с тестовыми заданиями. Срок обучения 3 месяца. Далее практическая часть, она, как нетрудно догадаться, будет проходить в Якутске, в здании все той же сельхозакадемии. После окончания школы ребята получают свидетельство. Одними из первых курсы пройдут старшеклассники из столичной 25-й школы. Также желание изъявили учащиеся Амгинской и Нюрбинской СОЖ. Новостями игровой индустрии сегодня тоже отметился наш регион. С 31 января по 1 февраля в IT-парке Якутск пройдет Global Game Jam. Само по себе мероприятие международная идея, тоже зарубежная. Суть в названии – это Game Jam, на котором игроки разного возраста и уровня играют, знакомятся, общаются в неформальной атмосфере. Также это своего рода марафон разработчиков игр, помимо которых есть шанс посетить выставки, мастер-классы, турниры и лекции. Для участия нужно предварительно заполнить анкету и зарегистрироваться на сайте globalgamejam.org. Это может сделать каждый желающий, но что касается конкурса, количество мест ограничено, так что советуем поторопиться. Победителям ждут призы от Майтоны, которая выступает в роли соорганизатора и генерального партнера ивента. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. Увидимся ровно через неделю и всего доброго.